Щуки на этом озере хитрые, он сработало. И не размотал. Но что-то... Вон, коряга, коряга. Что-то есть. Ох ты, красотуля. Четыре загара на мелководье. Я так думаю, из 4 что-нибудь да мы поймаем. Посмотрим. Так. Здесь у нас на первом загаре леска вымотана полностью до петли. Утром здесь еще ничего не было. Так, луночка не промерзла, это уже хорошо. Так, ну натяжки вроде бы нет. Обманули. Распутали. Как они умудряются сходить, блин? О, утащила, сука, щука нашего живца. Утащила, сука, щука нашего живца. Ну ладно, ладно. Еще не вечер. Решила на халяву пожрать, да? Не получится. Бесплатный сыр только в мышеловке. Сейчас мы все почистим. Наживляем свежего живца. И мы посмотрим, что нам на это скажешь. Как они умудряются вырывать? Получается, они хватают живца поперек и дергают с такой силой, что рвутся жабры. Блин. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, иди гуляй, свеженький живец. Сейчас посмотрим, кто кого. 3 загара у нас еще есть. Вон, глубина здесь какая, вообще ни о чем. И это все размотало. На этот раз схитрила. Так, друзья, здесь вообще красота. Там вот проверял, помните, я говорил, горят еще 2 флажка. Это вот один. Там горел второй через один. Пока я болтал по телефону с Романом, Ромка мне звонил, поговорили. Срабатывает прямо на глазах третий. Так что у нас подряд вот 1, 2, 3 флажка. На одном мы уже одну щучку утром сегодня вытащили. И теперь... Но здесь-то точно ничего нету. Потому что катушка не размотана. Видать, опять в траву запуталась. И оставила. Ну, посмотрим, что там дальше. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, надеюсь, видно. Так, так. Так, так, так. Так, так, так. Здесь ничего нет. В траве все. Ну, вон, все запутало в траву. По этой причине он не срабатывает, не тащит дальше. Потому что здесь мелко и очень много травы. А щука, походу, есть. Так что здесь надо пробовать как-то поблеснить, что ли, ратлина потаскать. Хотя с такой травой, наверное, навряд ли что-то получится. Вон. Вот такой вот живец. Вон шрамы. Вон шандарохнула, потащила и бросила. Щука есть. И это очень хорошо. Если щука есть, и если щука хочет кушать, значит, рано или поздно мы ее поймаем. Просто есть щуки хитрые, получается. Раз, 2,5.
Так, ну. У нас еще 2 жерлицы сработаны. Так, и там, походу, у нас опять что-то сработало. По крайней мере, похоже на то, что флажок сверху жерлицы. Зрение плохое, но вроде бы так. Ладно, до туда доберемся. Сначала проверим эти. Вот это мне нравится. Вот это хорошо. Так что сегодня пока никуда мы не едем. Рыбачим здесь до упора. Тем более упор придет уже скоро. Скоро начнет темнеть уже. День сегодня потеряли. Ну как потеряли? Зато пообщались с хорошим человеком. Посидели, поговорили. Маханули. Так. Ага. А вот здесь вот есть шанс. Потому что вымотала до петли. Вымотала до петли. И здесь есть даже натяжечка. Сейчас на всякий случай приготовим крючок. Щуки здесь бывают разные. Белые, синие, красные. Опа, опа. Зацеп. Вот так вот. Вроде и коряк-то здесь поблизости нет. Дай бог, чтобы это была трава. Нет, это не трава. Это, друзья, зацеп об корягу. Нет, отцепилась. Но щуку не ощущаю. Значит, и на этот раз ее удалось свинтить. Вот так вот. Кувшинку зацепила, вот такую вот кувшинку. И слиняла живцом. Ладно, еще не вечер. Так, ну здесь у нас жерлица тоже не размотанная. Так что навряд ли что-то здесь будет. Если только в траву куда-то не намоталась и не размотала. Не, навряд ли она все равно, если попадает, все равно разматывает до конца. Вот такая вот шняга. Живец живой, покусанный, но живой. Ну вот такие вот хитрые щуки здесь. Весь покусанный, вон шандарахнула. Скорее всего мелкая щука. Мелочь. Вон шандарахнула, укусила и бросила. Так. Раз, два. С половиной хватит, 3 почти. Ну, вот так вот слабже сделаем, слабину побольше. Может, слишком большая натяжка, тут она на этой жерлице регулируется. Так. Ну, если мне не изменяет зрение, там вроде бы у нас опять сработка, где мы только что прошли. Пойдем глянем. Это радует. Ну да, так и есть, опять сработка. Одна, и там дальше вроде бы опять вторая сработка. 2 сработочки есть. Но опять же не размотано. Так что хитрые щуки на этом озере хитрые. Он сработало. И не размотал. Но что-то... Вон, коряга. Что-то есть. Ох ты, красотуля. Простите меня, пожалуйста. Я тебе говорю, не размотано, никого нет, а ты просто, оказывается, в корягу замотала, малышка. Вон такая вот полторашечка, как минимум. Янцикадан. Только-только проверил. Вот. Светлые печорские щуки. Отлично, друзья. Хорошо. Вот там еще одна сработка.
Так, сейчас мы тебе сделаем баю-бай. Слабонервным прошу отвернуться. Кулама. Ух ты, ломал твою дивизию. Так, ну теперь открой личико. Вот он, крючок. Вот так вот, даже без всяких зевников, без всякого ничего. Убираем, достаем, выкручиваем, достаем. И еще живца давай. Вот так вот. Вот такая вот. Самая большая пока. Ну отлично, Янцикадан. И живец вот еще живой. Так что мы тебя еще отпускаем. Мы тебя, дай бог, еще на тебя что-нибудь да поймаем. Сейчас вот так вот сделаем. Поводки тоже одноразовые. В поросячий хвост, блин. Так, морда у тебя порванная. Зацепим вот сюда. Так, вот зацепим. И ты у нас еще поработаешь. Вот. Почему она до конца не вымотала? Потому что запуталась об корягу. И до конца не вымотала. Так, а здесь у нас кто-то сидит. По-любому начал подходить. И катушка просто в бешеном темпе пошла выкручиваться. Так, на всякий случай приготовим крючок. Крючочек. Случаи бывают разные. Так что лучше быть готовым. Вот. Видите, да? Дотянула до петли и просто сумасшедшие потяжки. Подтекать смысла нету, она давно сама уже подтеклась. Тащим потихоньку. Опа-на, опа-на. Ха-ха-ха, Янцикадан. Янцикадан. Отличная щука под килограмм. Сейчас делаем баю-бай. Баю-баю-баю-бай. Ты мне мозги не компасируй. Так. Ну, опять заглотила до шахты. Это радует. До самой шахты. До самого желудка. Вот такие не сходят. Ах ты, собака серая. Жабры у них тоже зубами. Так. Живца освободили. Вот так вот. До самого желудка уже успела заглотить за каких-то 15-20 минут. Ну вот. Еще одна. Ну, отличный улов, друзья. Сейчас отпускаю эту жерлицу. Мою руку. И подводим итоги сегодняшнего дня. Так, ну что, флажки больше вроде пока не загораются. На улице начало уж темнеть. Пока подводим итоги.
что у нас? Вот такая вот красота. 5 щучек, из них 2 довольно таких внушительных размеров. Вот это крупная красоточка, где-то, ну это ближе к 2, наверное, уже больше полторашки. Вот это полторашка по-любому. И вот это вторая рядом около килошки. Эти 2 меньше килограмма. Ну и вот 4 щуренка еще получается. Общей сложностью получается у нас вот такие вот 4 щуренка здесь и 5. 9 щук мы уже имеем. Сейчас пробурил здесь несколько лунок, попробую поблеснить. Да, нет. Если поклевок не будет, попробую переставить несколько жерлиц с тех мест, где поклевок не было. Вот. Ну а те, кто подписан на телеграм-канале, они уже увидели этот улов. Они уже знают, что я на реке, вернее на озере, что что-то доклюнуло. Они уже ждут, не дождутся этих роликов. Так что, кто не подписан еще на мой телеграм-канал, милости просим. И вы будете первыми, кто будет знать о моих всех движениях. И также о тех уловах, которые появятся на ютубе еще где-то, может быть, через неделю, а то и может быть позже. Потому что монтировать ролики на выездах некогда. А попасть, пусть на слабенький, но интернет, и залить минутный ролик, минутное видео на телеграм, это бывает возможным. Так что подписывайтесь на телеграм-канал Коми Рыбак. И будете первыми, кто узнает о всех моих рыбалках, о всех моих уловах и все такое. Как-то вот так. Ну а сейчас достаем блеснилку и будем пробовать до темноты. Может, что-нибудь доклюнет. Так, я, наверное, сегодня не дойду до удочек. Поставил один капканчик на том месте, потому что один дохлый живец был. Только взял удочку в руки, опять сработка. Это Янцикаден, конечно. Поблеснить мы всегда успеем. В общем, поговорил с Иваном Григорьевичем, наверное, полчаса, если не дольше. Почти час разговаривая, наверное. Он в поселке на Заберегах вовсю уже ловит хариуса, сишков. Говорит, вчера поймал. Поставил 3 палки, на лиму уже ловит. В общем, полным ходом идет процесс. Очень много народу, говорит, рыбачит. Ну и ладно, на лиму половить успеем. Вот наш загар. Вот наш ледобур. Вот пробуренные лунки, которые я хотел сейчас пройти. Значит, щука здесь есть. Так что переезжать на другое озеро мы точно не будем. На этом озере по первому льду щука бывает нет-нет доловится. Но где-то после Нового года здесь напрочь полностью обрубает. Вода вонючая. Короче, заморное озеро получается. Вся щука, возможно, то, что остается, то, что не поймали, здесь подыхает. Ни одной рыбки после Нового года я здесь не поймал. Буришь, оттуда вонь идет. Сейчас вот вода пока чистая, потом водоросли начинают гнить. И после Нового года здесь рыбалки уже никакой. А на том озере, куда я собирался идти, большое озеро, где золотые щуки Царского озера, там и весной неплохо. Так что оставляем тех щук до весны. И будем закрывать зимний рыболовный сезон, дай бог, там. А здесь пока сейчас попробуем. Ну что, смотрим. Крутить не крутит. Сейчас посмотрим. И не выкрутила даже. Но это... Ага. Я без пешни. Так. Нормально. Нет, есть. Нет, есть. Вот такой вот чуреночек небольшой. Вообще малыш. Господи. Что с тобой делать-то, а? Дрищ-пакет, блин. А что делать? Делать нечего. Вон, видите, да, двойник вышел через мозги из-за глаз. Двойники большие. Вон.
Делать нечего. Даже такого карандаша придется брать. Смысла отпускать не вижу. Все равно подохнет. Забираем. А тебя, Голянчик, отпускаем по новой. Я думаю, тебя сильно не покусали. Так что поплаваешь еще немножко. Да, поплыл. Все нормально. Все. Скоро начнет уж темнеть. Темнеть. Так, оставляем все это хозяйство. Так, может быть, еще что-нибудь клюнет. И все-таки давайте попробуем, наверное. Так, там тишина, ладно. Перед тем, как пойти в избу, я дальше там проверю все. Попробуем все-таки хотя бы с десяток лунок проверить на блесну. А потом уже пойдем пройдемся по жерлицам и в избушку. Не знаю, как будет видимость. В общем, на открытии первого льда один ратлин я утопил, вернее. Щука оборвала леску. Сейчас вот это новый ратлин, вот такой расцветки. Желтовато, сверху спинка темная, золотистый цвет, синие пятнышки по бокам и брюшко белое. Два тройничка на брюхе, на хвосте и вот такой плавник. Эти ратлины я заказывал на Алиэкспресс. И сейчас мы посмотрим. На том озере, где мы открывали первый лед с Иваном Григорьевичем, одну щуку я успел поймать, одного окуня и один обрыв был. И так вот этот ратлин ушел. Хотя на том ратлине, на тот ратлин, очень хорошо клевал окунь. Как-то попал я, неплохо наловил. На этом озере окунь также есть. По первому льду бывало, мы с Иваном Григорьевичем ловили его. Чисто теоретически окунь можешь взять. Также на этом озере я ловил и щуку на балансир, на желтый балансир. Такая неплохая, где-то полторашечка была, наверное. Это обычно с утра хорошо ловится. Ну, если что, завтра с утра попробуем. Сегодня у нас с утра рыбалки не получилось на удочку. Но грех жаловаться. Половили же неплохо. Я считаю, нормальный улов. Отличный даже. За это надо будет сегодня выпить. Обязательно. Сегодня день ракетных войск и артиллерии. Ну, также сегодня и печальная дата. Сегодня у нас ровно год, как умерла наша Марьяша. Год назад я был на Камчатке, когда пришла эта весть. Мои соболезнования дочке Анне Николаевне. Так хотела она приехать в Коми-Республику, так оно и не получилось ничего. Не хотят. Ладно, долго времени терять не будем. Буквально по 1-2 минутки на каждую лунку. Потом попробуем маленькую блесенку. И если нет, поставим еще пару жерлиц на пробуренные лунки сюда. Завтра еще с утра попробуем. Да, нет. Я так думаю, что-то чуйка мне подсказывает, что на этот ратлин что-нибудь да я все равно поймаю. Оп, есть. Была поклевка, друзья. Видели, да? Была поклевка. Кто-то тюкнул этого ратлина. Это, возможно, окунь.
Но удар был. Был удар, просто не попал по тройничку. В принципе, он не укололся. Не знаю, щучка это была или окунь. Это уже хорошо. Так что если ничего не изменится, завтра с утра мы порезвимся немножко. Видишь, какая осторожная. Ударила разок, поняла, что это несъедобное. Надо каким-то, наверное, все-таки аттрактантом побрызгать, чтобы запах был еще. Рыбка-то рыбка, а раз укусила, поняла, что это несъедобное. Но ударила уже хорошо. Так что если чем больше лунок пробуришь, не каждой щуке может так повести. Оп, оп. Это что у нас? Это вот такой вот окунь у нас, друзья. Это вот такой вот окунь. Так что это была не щука, это был окунь. Ну что, довольно приличный окунь, что. Забираем. Янцкадан. Отлично. Вот такой вот акушарик. Уже хорошо. Так что если оно клюнуло на такой ратлин, я так думаю, если поставить... Ой, еще была поклевка. Если поставить блесенку от Михаила Пантелей или какой-нибудь балансир, можно порезвиться неплохо. Ладно, в первую очередь попробуем с ратлином. Ратлины, ратлины, ратлины. На-на-на-на. Так, еще поклевка была одна. Все хорошо, только день короткий. Надо пораньше вставать, наверное. Пораньше ложиться, пораньше вставать. Еще один окунь, но этого я забагрил. Этого я забагрил. Вот такой вот акушарик. Живцы у нас есть, так что не заморачиваемся. Было сначала 2 таких удара. Видать, бьет, не попадает об тройник. В итоге после одного удара я подтек, и он забагрился. Мелковатый, конечно, окунь. Если крупного не будет и не будет щучьих поклевок. Здесь, кстати, также есть на этом озере и плотва. Но это все только по первому льду. Весной здесь рыбач не увидишь ни одной поклевки. Бесполезно. Рыба или выходит в ручей на Печору, или подыхает от нехватки кислорода. Так, лунок 10 проверил. После 2 окуней, вот тех, что поймал, поклевок больше не было. Начало уже темнеть. И давайте, наверное, чисто ради спортивного интереса попробуем на блесну. Если он клюнул на этого ратлина, то от блесны, я так думаю, он не откажется. Опять же, с одной стороны, уже поздно, уже не время. Ну, попробуем.
Попробуем, чем черт не шутит. Так, вот она у меня блеснилочка. Моя от Мишки подарочек. Вот такая вот блеснилочка у меня. Утром-то, наверное, по-любому ловиться должно. Да и вечером, я так думаю, что-нибудь да поймаем, пока совсем не стемнело. Так. Так. Уже ни хрена не видно. Ага. Ну что, поехали? Если что, завтра с утра попробуем, подергаем окушков. На этот раз специально не взял удочек с мормышками, чтобы не тратить время. А так, на мормышку здесь тоже можно поймать плотву, окуня. Позапрошлый год даже плотва на блесну пару плотвиц поймал. Не хотят. Ладно, утром посмотрим, как вы запоете. Не зря же говорят, утро вечера мудренее. Самое главное, окунь показал, что он здесь есть. Значит, утром мы порезвимся, я так думаю. Так, ну что, а пока совсем не стемнело, сейчас пройдусь еще по жерлицам. Пару штук переставлю. И будем готовиться к ночлегу. Дрова мы сегодня уже сделали. Осталось только расколоть, занести, растопить избу. И вечерний ужин. Не знаю, подойдет, не подойдет хозяин избушки. Хотел съездить в деревню, покормить собак, растопить печь. Говорит, если что, подъеду. Вдвоем будет веселее, если что. Так что до встречи в избушке. Или же пока что-нибудь не сработает. Ну вот и в избушке. День прошел продуктивно. Несмотря на то, что полдня просидели в избе. Жерлицы сделали свое дело. Видели загары. И видели намного больше загаров, чем поймали рыбы. С мелочью 9 или 10, я уже сбился со счету. Вроде бы 10, десятая мелкая такая была. Вот. Ну, нормально, пакетики так получилось. Минус 8 сейчас, надеюсь, замерзнет. Повесил на гвоздик. Так, это о рыбалке. Жерлицы оставили, переставили сейчас местами. Около 10 жерлиц, наверное, поменяли местами все. Так что завтра на новом месте надеемся на новый улов. Так, сегодня говорить много не будем, потому что вижу, батарея на исходе уже. Запасная у меня только одна батарейка, единственная. А повербанк вчера зарядил смартфон свой, и он практически сел до конца. Постараюсь сейчас поставить на зарядку эту батарейку и в надежде, чтобы заснять завтрашние поклевки. Вот, буквально 3 секунды. И долго сегодня сидеть не будем. Много времени я у вас сегодня не займу. Ужин у меня сегодня такой же, как и был вчера. Ужин мой такой же, как и вчера. Котлеты, пюрешка и яичница жареная.
Вот. И пока не села батарейка, буквально давайте по одной чарочке за ужином на сон грядущий. Буквально по чуть-чуть. Стопочки я все-таки нашел здесь. Вот, помыл хорошенько. И теперь вот у нас стопки, такие шикарные большие стопки. С хозяином днем посидели немножко. Думали, как с одной кружки пить. Да никак. Вторая кружка была у нас на реке, вернее на озере. Вот. Ну что, 19 число. Сегодня ровно год, как нет с нами Марьяши. Хороший был человек. Давайте помянем ее. Вспомним хорошим словом. У нее был свой канал на Ютубе. Потом на Яндекс.Дзен. Были планы. Ну, судьба распорядилась так, что не суждено этим планам было сбыться. Сначала умер муж у Марьяши. И прошло полгода и не выдержала, ушла к мужу. Анечка осталась у нас сиротой. Вот. Давай помянем. Я узнал прошлый год. Прошлый год я был на Камчатке. В прошлом году река Печора уже стояла в это время. Народ вовсю ловил рыбу. Вот один раз уехал, и Печора стала как надо. Кстати, сегодня звонил Иван Григорьевич. Ловит тишков, ловит хорюсков на заберегах. И самое интересное, поставил, говорит, 3 палки, и попало 3 налима. Один меньше, второй больше, третий, говорит, около 3 килограммов. Так что народ уже ловит налима. И этой рыбалкой на щук мы, скорее всего, будем закругляться. Первый лед мы открыли, без щук мы не остались. А потом следующая рыбалка у нас будет уже, я так думаю, по налимам. Если даже река не устанет, забереги уже есть. Я надеюсь, они уже не растают. Все-таки конец ноября. И далее будем мы рыбачить по налиму. Вот. Ну, а сейчас что? Покушаю. Кстати, сегодня также еще День ракетных войск и артиллерии. Причастных всех с праздником. Отметим немножко праздник. И пораньше ляжем спать, чтобы завтра пораньше встать. Завтра по планам у меня порыбачить на блесну. Поганю ратлина сначала, потом поиграю в блесной. Потому что сегодня 2 окушков мы поймали. Значит, ну посмотрим. Не будем ничего загадывать. Планы вот такие. А как получится, может, жерлицы не будут давать покоя. Дай бог. Так что это все мы увидим завтра. А на сегодня все. Вот такой короткий сегодня вечер, потому что в режиме жесткой экономии. Что-то я не подрасчитал. Не взял запасную батарейку. Вернее, у меня 2 осталось. Было 4, осталось 2. Куда делись, я не знаю. Куда-то положил, наверное, очень хорошо. А Powerbank не подрасчитал. Не надо было мне телефон заряжать. Телефон сожрал очень много заряда. Смартфон. У него 6000 емкость. Почему так много сажал, я не знаю. Или приходит конец уже этому Powerbank. Титанат я не стал приносить, думаю, на 1 ночь, на 2 ночи. Так что завтра, скорее всего, мы будем выезжать. А по результатам завтрашней рыбалки мы решим, поднимать ли жерлицы или оставить. Схожу на прием. Послезавтра у меня прием к врачу. Все с этими суставами. Ой. Вот. И после приема приедем сюда, возможно. Скорее всего, так оно и, наверное, будет. Потому что поднимать жерлицы это долго и муторно. Если сильных морозов не будет, ничего страшного, я отдолблю. А пока я денек гуляю, вернее, ночь переночую дома. А может быть, сразу после приема. Короче, все будем решать завтра по результатам завтрашней рыбалки. Как-то вот так. Всем спасибо за внимание. Смотрим Яндекс.Дзен, подписываемся на телеграм-канал Коми Рыбак. На телеграм-канале сегодня народ уже увидел фотографии пойманных щук.
Я уже сфотографировал, нашел интернет, отправил. Вот. Кто подписан на телеграм-канал, он уже в курсе событий, что происходит здесь на льду. Уже, наверное, пишут комментарии, правда, я их пока не могу видеть без интернета. Но ничего, завтра увидим. Так что жду вас на телеграм-канале, жду вас на Яндекс.Дзень. Ну и, естественно, в первую очередь, ну как в первую очередь, на YouTube-канале, конечно же. YouTube-канал забрасывать не будем, несмотря на то, что монетизацию отключили. Кому-то удобнее смотреть на YouTube, тем более реклама сейчас отключена и смотреть удобно. Правда, от этого мне никакого выхлопа нет. Вот. Еще раз всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч на канале Коми Рыбак. А это будет уже завтра. Увидимся.